Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Мировые бренды «Башкир», мед и нефть привлекают иностранцев. Очень развитый регион. Этносмена под Курай. Ребята со всей страны приобщаться к культуре «Башкир». Ответы на свои вопросы уже поставлены здесь услышал. Сабаркун районы башкорттары 20 еллык юбилейын билдәләне. Көрәш буенча секция асыр китабын. Продюсерский центр «Йондот» подарил челябинцам новогоднюю шоу-программу «Яңы ел бүләге». Хоть и новогодние праздники остались позади, первый месяц 2018-го еще напоминает нам о самом долгожданном и народном событии. А башкирам области вовсе повезло. Представители коренного народа отмечают Новый год трижды. Навруз-Байрам, который отмечается в день весеннего равноденствия, означает начало Нового года по солнечному летоисчислению. По лунному календарю Новый год наступает в первый день священного месяца Мухаррам. Но несмотря на различия времени празднования Нового года, эта дата была и остается важным событием в жизни каждого. Ну-ка, стройся в ряд, Санта-Клаусов отряд. Наша елка высота, наша елка велика, выше папы, выше мамы, достает до потолка. Настоящий праздник волшебства в национальном стиле решили организовать башкиры Челябинской области. Так, прекрасный новогодний концерт подарил южноуральцам продюсерский центр «Йондос», который собрал яркие таланты башкирской культуры. Студию танца Милены Махмутовой, студию вокала Марьям Халимовой. На один вечер сцена Дворца культуры строителей превратилась в сказочную страну с башкирским Дедом Морозом и Снегурочкой, национальными танцорами и певцами. И, конечно, новогодними сюрпризами и подарками. Концерт очень хороший, особенно сегодня, то, что выступают молодые и маленькие. Мне нравится, у меня племянницы тут выступают, танцуют. Желающих отметить Новый год в атмосфере национальной культуры среди южноуральцев нашлось немало. Народный коллектив танца «Айгуль» также организовал челябинцам новогодние шоу. Ихлас бейлер балдар иде. Ундай балдар яңа бер күреп торам бейгәннәрен. Яркие танцы от легендарного коллектива вызвали бурю аплодисментов. Южноуральские артисты поблагодарили своих зрителей, пообещав их впредь радовать их своим творчеством. Сказка продолжается. Организаторы конкурса «Рожденные побеждать» совместно с представительством Республики Башкортостан в Челябинской области продолжают радовать участниц. На днях дружная команда организаторов и партнеров проекта посетила обладательницу титула «Королева доброты» Василину Реснянскую. Сначала она была в спортивной команде, колясочник занимала первые места, призовые в гонках на колясках. Ну и по фигурному катанию на колясках тоже. Так что и очень большая рукодельница, постоянно принимает участие в различных конкурсах. Гости приехали к Василине не с пустыми руками. В подарок девушке вручили анатомическую подушку с эффектом памяти от торгового дома «Росава». Данное изделие поможет ей снять усталость и мышечное напряжение. Подушка шикарная, на ней сидится как на облаке. Вообще хорошо, все прекрасно. Я сердечную благодарность приношу тем, кто изобретает такие изделия. Сегодня мы как раз таки заехали в Росаву, производственную фирму, забрали подушку. И тут такой в милой домашней практически обстановке в доме престарелых мы подарили Василине. Такой же подарок достался и Гульнаре Галиной. Организаторы заверили, первый успешный опыт обязательно будет иметь продолжение и не ограничится только Челябинской областью. Узнаваемость Башкортостана на мировой арене с каждым годом растет. Безусловно, этому способствовали саммиты ШОС и БРИКС, которые прошли в Уфе в 2015 году. Международные спортивные турниры и различные экономические мероприятия. Особенно бизнес-миссии и проекты, направленные на сотрудничество с деловыми кругами разных стран, являются огромным рычагом в продвижении положительного имиджа республики, уверен постпред Башкортостана в Уральском федеральном округе Амур Хабибуллин. На днях Амур Габидулович по приглашению директора агентства инвестиционного развития города Челябинска Татьяны Степановой посетил агропромышленный форум с участием предпринимателей из Южной Кореи. Там он познакомился с генеральным директором корейского консалтингового центра КЕС, официального представителя правительства Республики Кореи Шин Кван Хи. У меня была раньше, я помню, по-моему, Уральхимпром
Ну, такой химическая переработка, очень развитый регион. 대한민국에도 겨울이지만은 생각했던 만큼 춥습니다. У нас, говорит, тоже сейчас, говорит, зима в Корее, но по сравнению с Кореей, конечно, погода очень холодная. Вторая встреча с представителями корейской фирмы «Продукты Сервис» касались вопросов развития инновационных технологий в области дорожного хозяйства. Корейские предприниматели, работающие в данной сфере более 20 лет, в последние годы активно занимаются продвижением своего бренда на международном уровне. Они сотрудничают с Китаем, Южной Америкой и решили наладить контакты и с Россией. В частности, их заинтересовало предложение Амура Хабибуллина об открытии филиала корейской компании на территории Башкортостана. We think like the business has to have like step by step. So we'd like to like introduce our stuff first, and then after that, I hope it's going to be built into the larger business. That's what I hope. Азиатская культура ближе нам, поэтому я считаю, что лучшие технологии применить и перенять нам в Республику Башкортостан. Постпред Башкортостана резюмировал словами, что основного сырья, которое используется для изготовления продукции корейской компании «Продукты Сервис», нефти в республике огромное количество. Южноуральские библиотеки расширяют сферу своей деятельности. Библиотека башкирской и татарской литературы города Магнитогорска стала медиа-центром. Первая такая встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города Магнитогорска, правительством Республики Башкортостан в Челябинской области, областной общественной организацией «Башкирский Курултай» и его местного отделения. Этот медиа-центр будет ориентирован для того, чтобы оказывать социальные, правовые, информационные услуги именно для жителей города. Учитывая, что многие детские лагеря располагаются на территории соседней республики, была достигнута договоренность с руководством оздоровительного комплекса «Отдых» о проведении социально-педагогической межкультурной этнологической смены «Единство в многообразии». В программе смены предусмотрено изучение истории и культуры Республики Башкортостан, знакомство с ее национальными традициями и бытом. Проект будет приурочен к столетию Башкортостана. Кроме того, приближающийся 2018 год Японии в России. Возможно, на этносмену в Абзаково приедут и 10-15 японских ребятишек, а затем башкирские дети отправятся в страну восходящего солнца. Стоит отметить, руководство детского оздоровительно-образовательного комплекса Магнитогорского металлургического завода также обратилось в представительство Башкортостана с предложением об организации этнографических смен с привлечением профильных специалистов из Министерств культуры и образования Башкортостана и Челябинской области. Я вот ответы на свои вопросы уже поставлены здесь услышала, в принципе, встречи довольна. Весомую роль в привлечении подрастающего поколения к родным корням вносит и Челябинская национальная библиотека имени Шейхзады Бабича. Очаг культуры также радует читателей новыми направлениями деятельности. Буквально на днях здесь будет организован просмотр башкирского фильма «Бабич». В рамках празднования Дня матери в библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер. Тиккаген айтылмаган бит. Инейдәрен кадер итеп шулай балдар неге концерт куйгандарына бик охшай. Мен неге орыс айтканча душой радуюсь. Безнең китап укыса бигрәк тә арталарны көтеп ала алмайдар. Хорайдар, касан үткәргән инде сарлау үткәрәтеп. Кто для тебя мама? Какая у тебя мама? Заботливая, любимая, красивая, добрая, заботливая, умная, хорошая, любимая, красивая, рабочая. Пятерки всем ставят. Самый родной в мире человек. На протяжении вечера из уст юных участников звучали песни и стихи на родном языке. Такой интерес со стороны подрастающего поколения к своим истокам дает надежду на светлое и доброе будущее коренного народа. Сабаркул районы Корылтайы 20 еллыгын билдәләнә. Был күркәм юбилей сараһы Бишкил авылы мәдәнияте йортында үтте. Тантанала өлкә башкорт Корылтайының Коншак, Аргаяш районнарында, Златоуыз, Мияс, Ускатак калаларында урынлашкан филиалдарынан делегаттар килде. Шулай ук Учалы районынан да кунактар булды. Заслуженный тренер по борьбе көрәш шуның менән нидер хәлдәр кордык. Что улар безгә ярдәм итеп, без үзебезнең районда берничә шул ни буенча көрәш буенча секция асыр китәбез.
Оешманың иң мөһим эшләренең береһе, әлбиттә, башкорт телен мәктәпләрдә укытуды оештыру. Әлеге көндә районның Каратан һәм Непряхин авылларында балалар башкорт теле серләренә төшенә. 10 елда әсәтләрмен һөйләшеп, уларның үзләрен тыңлап, менә башкорт телен астык. Гаиләлә һөйләшмәгәнгә күрә ул авыр бирелә. Кайбер балалар, ишетеп үскән балалар, улар тиз аралашып китәләр. Совет вакытының 72 елларынан башлап безнең телде бүтүндәй юкка сыгаргандай булдылар. Хәзер әлхәмдүлилләһ шөкер, Россия ирекле, федерация ирекле, шуның өчен безнең һәммәбезнең дә хакыбыз бар, үзебезнең инә телендә, ата телендә кайда булһак та һөйләшергә. Район җитәкчелеге һәм өлкә курултайы тарафыннан һәр яклап ярдәм булганда, эшләве күңелле төсе бар күлдәр. Быел Силәбе башкорт курултайы урындагы филиалга 115 сумлык сертификат тапшыра. Был аксага милләттәшләребез дуслык һәм тамсылар дип аталган коллективларга башкорт милли костюмнарын һатып ала. Әйтеп үтәргә кирәк, Сыбаркүлдәр милли хәрәкәткә башка халыктар була ялеп иткән. Мне нравится коллектив сам по себе, да, очень дружный, очень грамотный, очень музыкальный. Безнең коллектив 15 елдыгын үткәрде. Одакта. Без самый иң таугы йылдарынан баштагайны. Башкортларның бай тарихы район хакимияте башлыгы Александр Корольдыла битараф калдырмай. Ул һәр яклап җәмәгать оешмаһына булышлык итә. Урындагы башкортлар да район җитәкчесен хөрмәтләп, уга түбәтәй бүләк итте. Ә безнең халыкта баш киеме менән тик абруйлы кунактарды гына тәбрикләйдәр. Петь, там, танцевать, конечно, нужны хорошие условия, то есть нужны клубы отремонтированные, светлые, уютные. Поэтому мы сегодня в поселке Ключи клуб отремонтировали, там есть все возможности заниматься, значит, и детям, и взрослым. В этом году мы вложили, значит, где-то около 1 300 000, значит, в ремонт клуба в поселке Бишкил. Милләттәшләребез халкыбызның күркәм сыйфаттарының береһе, кунаксылыкты сагалдыру өчен Бишкил авылына килеп ингән ердә башкорт егетенең һәмен кую зарур тинеләр. Тик батырның кулында ук хадак түгел, ә мотлак мәдәни курал, курай булырга тиеш улар. Милли мәдәниятне үстерү буенча фикерләре менән өлкә башкорт курултайы җитәкчесе Марис Юсупов та бүлеште. Самая активная организация Башкир-Челябинской области, потому что здесь очень много направлений, которые они охватывают. Юбилей сарыгы урындагы һәм өлкәнең төрле тарафтарыннан килүче курултай агзаларының сагыл тамашаһы белән тәмамланды. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч!